Цветы к подножию памятника Пушкину – это уже многолетняя традиция. Каждый год ко дню рождения поэта здесь собираются те, для кого его стихи – часть жизни. В этот раз почтить память классика на улицу его имени пришли представители посольства России, общественные деятели, интеллигенция и сухумские школьники. Сразу после возложения действие перенеслось в фойе Абхазского драмтеатра. Организаторы представительства Россотрудничества воссоздали здесь атмосферу настоящего светского салона. О значении пушкинского слова для современной культуры напомнил советник посольства России в Абхазии Александр Шеремет. Общепризнано, что Александр Сергеевич внес выдающийся вклад в развитие русского языка. Он объединил высокую поэзию со слогом народным, разрушил сословные барьеры в литературе и создал тот современный русский литературный язык, на котором мы с вами думаем, пишем, формулируем самые сложные мысли. Его творчество стало тем фундаментом, на котором развивается современная русская культура. Сегодняшнее значение русского языка давно вышло за рамки литературы. Он выполняет важнейшую геополитическую и гуманитарную миссию, выступая связующим звеном между народами. Именно русский язык позволяет миллионам людей из разных государств понимать друг друга, совместно развивать науку, бизнес, искусство и сохранять общее историческое наследие. Этот праздник в Абхазии масштабно отмечают уже 15-й год подряд. За это время вокруг пушкинских дней сформировалась своя уникальная гуманитарная среда. О важности сохранения этой традиции для научной и творческой интеллигенции республики напомнил директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба. Сегодня мы вспоминаем и замечательных абхазских поэтов, переводчиков, в том числе и Пушкина, Мушня Ласуря, Владимира Зонтаря, Анатолия Лаугла, с которыми с 2011 года мы ежегодно отмечали день рождения Пушкина в Ботаническом саду. Каждый поэт на протяжении более 2 веков ощущал в себе пушкинскую искру, и каждый по-своему старался сохранить и продолжить пушкинские традиции. Сама дата праздника международная. О позициях русского языка в мире и его богатейшем наследии говорил на встрече руководитель представительства Россотрудничества Вадим Банников. Этот день напоминает нам о великой роли русского языка в истории, культуре и современном мире. Русский язык в мире занимает 5-е место по популярности. На нем говорит более 250 миллионов человек, более чем в 60 странах. Всем известно, что язык любого народа – это не только средство общения, но и носитель богатейшего культурного наследия. Он объединяет поколения, сохраняет традиции, передает мудрость наших предков. Через литературу, музыку и народное творчество русский язык открывает перед нами безграничный мир эмоций и смыслов. Фойе театра на один день объединило признанных мастеров слова и совсем юных чтецов. Пушкинские чтения и мини-постановки в исполнении студентов и школьников чередовались с выступлением Государственного камерного оркестра. Своим отношением к творчеству классика поделился абхазский писатель Даурнач Кебе. Пушкин – это свет, это гармония. Пушкин – это великий примиритель с жизнью, великий утешитель. Для всех, кто его когда-то прочитал, он останется с ними на всю жизнь. Пушкин – это особое явление, его он вне рангов. Я вообще считаю, что в русской литературе есть 2 гения только – Гоголь и Платонов. А Пушкин, конечно, вне этих категорий, вне этих рамок. Это целая вселенная, это космос. Но, пожалуй, самым ярким моментом встречи стало доказательство того, что у настоящей поэзии нет границ. Знакомые каждому строки «Я помню чудное мгновение» на абхазском языке прочитала поэтесса Гунда Квицыня.
саԥхьа иаацәырҵит еилыкка, быԥсахьа ссир лаԥшҵашәаран, бынцәахшаран блашаӡа, сарҭынчумызт агәыӷра зцәыӡыз, саргәаҭеиуан бызгәыкра, бысҭалон бара ԥхыӡаҿ, быбжьы хаақәхьаазгон сара, еимыбӷьыжәа аамҭа ԥшацәгьа зызхәыцуа сгәаҳәарақәа геит, быбжьы хаасхашҭит лахьынҵыцәгьа, бхыԥҿыла шарагь сымбаӡеит. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы.